Кажется, на небе появился свой менеджер по сезонам. Уж больно резко наступила в этом году осень. С такой вот шутки про погоду начался мой день. Доля правды в ней все-таки есть. В этом году золотая пора не дала нам возможности расслабленно войти в осенний период. Согреться и не испытывать стресс от резкого похолодания вам поможет наша программа. В эфире «Студия 11». Меня зовут Алена Туркина. И вот о чем расскажу вам в первой части программы. Черная кошка к беде. Насколько суеверны жители столицы Коми. Сыктывкар сквозь века. В центре внимания историческая часть города. Белые медведи в окружении полевых цветов. Фоторепортаж о необычных летних каникулах. Ученые выяснили, что мужчины больше, чем женщины, решаются на финансовые риски, особенно если перед этим они получили положительное предсказание с помощью гадания или суеверия. Такая новость совсем недавно облетела интернет и вызвала среди его пользователей активные дискуссии. Причем чаще комментаторы спорили не о финансовой грамотности женщин и мужчин, а о том, насколько актуальны суеверия среди современного поколения. Согласитесь, черная кошка дорогу перебежала к неудаче или же ласточки низко летают к дождю, чаще всего можно услышать от бабушек или дедушек. Суеверия родились вместе с человечеством. Наши предки часто связывали события жизни с происками мифологических существ. Отчего появлялись определенные бытовые традиции и правила жизни. Например, в баню после полуночи ходить было нельзя. Считалось, что в это время там купается сам злой дух. Мы решили выйти на улицы Сыктывкара и узнать, какие суеверия все еще имеют место быть в нашей жизни. Новичкам везет. Есть такое вот поверье, суеверие. Это точно, конечно. Сталкивались с этим? Да мне вообще по жизни везет, сталкивался. Верите ли вы в суеверие, что стучать по дереву – это хорошо? Ну да, А почему? потому что оно дает жизнь, листья и все такое, да. Верите ли вы в то, что ходить под лестницей нельзя? Есть вот такое вот суеверие в народе? Нет, Не верите, а почему? не верю в суеверие. Верите ли вы в то, что соль просыпать нельзя? Есть вот такое вот суеверие в народе. Есть. А верите вы в это? Да, если просыпал соль, надо сверху посыпать сахаром. В разбитое зеркало нельзя смотреться. Конечно, нет, нельзя. Потому что я думаю, что будет неудача какая-то. А в какие-то суеверия еще верите? Вот в народе ходят они. Про черную кошку, например, которая... Да, я тоже верю в это. Что не повезет, если перейдет черный кот. Есть еще такое суеверие, что плевать через левое плечо, это вот значит отгонять каких-то злых духов. Да. Да, но это не всегда так. А часто так делаете сами? Нет, никогда. Я всегда делаю. Часто ли вы скрещиваете пальцы на удачу? Да, очень часто. А верите в это? Да. А то, что, например, черная кошка перебегает дорогу к несчастью? Нет. То есть животное не виновато, да, в цвете? Нет, в плохие приметы не верю, только в хорошие. Скрестить пальцы на удачу. Еще одно суеверие в него. Верите? Святое, вы что? Я скрестил, надеюсь, вы мне покажете. Проверим, помогает или не помогает. В нашей республике продолжается регулярный сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Посылки самым необходимым наши земляки общими силами собирают ежедневно. Все те, кто сейчас живет в условиях жестокой реальности, нуждаются в любой помощи и поддержке. Наша коллега Ксения Мишарина написала на эту тему проникновенное стихотворение. Слова благодарности и уважения к нашим солдатам красной нитью проходят сквозь строки произведения. Давайте и мы его послушаем. Я вижу, как из Коми едут грузы, что наши отправляют на Донбасс. И в этом нет плохого, нет обузы, ведь там солдаты наши, ради нас. У нас есть мир, в домах столы накрыты, работа, школа, трудности порой. Одеты мы, обуты мы и сыты, а там все уничтожено войной. Подставили сестрицу Украину, нашли в ней ахиллесову пяту. Хотели нож вонзить России в спину, но замахнулись на страну не ту. Мы встали и бедой объединились. Теряем лучших, но идем вперед. Мы испокон веков без страха бились, и подвиг наш в столетиях живет. Из-под тишка бьют западные трусы.
Но наш солдат стоит сейчас за нас. Я вижу, как из Коми едут грузы, что земляки собрали на Донбасс. В начале 19 века в Усть-Сысольске по улице Орджоникидзе был построен необычный по тем временам дом. Двухэтажный каменный особняк, больше похожий на крепость, был известен не только своим величием и красотой, а речь о доме Сухановых, который до сих пор радует глаз проходящих мимо людей. Он и другие исторические здания Сыктывкара стали героями проекта «Сыктывкар сквозь века». Экскурсии по городу организуют сотрудники Национальной галереи Коми. Евгения Кладкевич пообщалась с главным гидом. Анна, «Сыктывкар сквозь века», именно так называется проект, который вы курируете, я так понимаю, да, вы как главный экскурсовод водите экскурсии по столице Республики Коми. И расскажите, пожалуйста, в чем же его суть? Это было рабочее задание. Часто наши посетители обращаются с тем, чтобы мы провели экскурсию по городу, и вот пришлось ее быстро разработать. Мы рассказываем про исторический центр нашего города. Он не очень большой, но очень красивый, живописный. Очень интересно, что какие-то факты посетители просто поражают, хотя они, в принципе, общеизвестны. И есть проект прогулки по Усть-Сысольску, который начинал Михаил Рогачев, наш известный историк, краевед. И, в принципе, мы пользуемся его материалами, его разработками. Вот, поэтому вообще-то эти факты уже известны. А целевая аудитория какая у вас? В основном приходят кто? Дети, взрослые или, может, даже пенсионеры наведываются к вам? Вообще любая аудитория, были дети, целые классы приходили, были взрослые, пенсионеры, в общем, всем интересно. Ну, в общем, тем, кто не пришел к вам, не послушал вашу экскурсию, но, возможно, в будущем обязательно это сделает, давайте расскажем, какой же маршрут, то есть по каким местам, по каким локациям вы водите группы, о чем рассказываете? Маршрут у нас не очень большой, мы укладываемся примерно в час 30, в зависимости от того, как экскурсанты передвигаются. Начинаем мы от Национальной галереи Республики Коми, охватываем весь Кировский парк, потому что раньше это, по сути, был самый центр нашего города. Поднимаемся чуть-чуть по Орджоникидзе, где стоит дом Суханова. Самое такое старое каменное жилое здание нашего города. Потом продвигаемся по Пожарной Каланче, доходим до Стефановской площади и возвращаемся обратно к галерее. Таким образом символично замыкаем круг. И у вас на протяжении всего рассказа есть какая-то одна общая история, или вот почему именно такой маршрут выбран? То есть там по годам какая-то последовательность, или вот сюжетная какая-то линия проскальзывает? Ну, действительно, это исторический центр, то есть примерно это одно и то же время, то есть мы не переходим какие-то временные границы, но можно все равно увидеть, как меняется город с течением времени. Плюс мы используем старые фотографии, еще решили разнообразить экскурсию живописными произведениями наших художников, которые есть в наших фондах. Мне, как человеку, который впервые слышит информацию про данный проект, очень интересно стало, например, узнать про дом Суханова. Вот пару таких занимательных фактов расскажите. Действительно, это самое старое каменное здание, жилое нашего города, то есть это жилой дом. Он был построен в 1815 году. И интересно, что для его строительства купцы Сухановы построили кирпичный завод, потому что каменное строительство и кирпичное в нашем регионе было не развито. Зачем у нас везде есть лес? И даже строителей-то не было, которые могли построить кирпичные здания. То есть действительно пришлось очень потратиться. И очень недолго был этот дом в их владении, потому что они быстро обеднели, и потом уже это здание перешло к городу, и там уже были учебные заведения. Что говорят сами люди, которые приходят на экскурсии, что больше всего они отмечают, что им нравится? Действительно нравится, что они каких-то фактов не знали, потом они вспоминают, например, свою молодость, если это какие-нибудь бабушки, например, вспоминают, что было у них в Кировском парке, а раньше он был очень такой важной локацией, где гуляли много горожан, и там был даже шахматный клуб, выставочный зал, вот как раз первое здание, где располагался художественный музей, он был в Кировском парке. Вот, конечно, там были карусели, танцплощадка, ты просто думаешь, сколько мы всего потеряли за это время, вот, что хорошо было бы все это возродить.
Анна, спасибо вам большое. Действительно, соглашусь, Сыктывкар у нас прекрасный город, красивый, живописный. Стоит сюда приехать, стоит пройтись по улочкам, по его исторической части, и не только по исторической, взглянуть на что-то своим свежим взглядом и вот прочувствовать нашу коми-атмосферу. Спасибо вам большое, удачи, и будем записываться с нашим оператором к вам на экскурсию. Спасибо. Спасибо. Воспоминания о летнем отпуске приятно теплятся в сознании не только людей, но и животных. Некоторые представители фауны любят проводить жаркие денечки на первый взгляд в совершенно несвойственных для них условиях. Например, белые медведи, жители острова Фишер-Айленд вблизи Канады, безмятежно резвились в окружении полевых цветов. Каждый год, сойдя со льда Гудзонова залива, где они проводят зиму, охотясь на тюленей, белые медведи проводят лето, отдыхая на суше. Одна из популярных локаций – поле розового кипрея. Зрелище бесподобное. Эх, сейчас бы тоже оказаться на цветочном поле. Ну, ничего. Яркости и живости в избытке вам предоставит наша программа. Студия 11 продолжит вещать сразу после небольшого перерыва. В эфире «Студия 11», и мы начинаем вторую часть программы. Из анонса узнаем о ее главных темах. Нелегкая судьба. Воспоминания о питерском садовнике, который отбывал ссылку в одном из коми-лагерей. Лондон is the capital of Great Britain. Не ограничиваемся стандартными фразами, погружаемся в иностранный язык глубже. Развиваем ребенка с помощью подручных средств. В помощь пластиковые стаканчики. Возможно, кто-то из вас слышал историю о садовнике Петергофа Федоре Павлове, который в 30-е годы прошлого века создавал Кировский парк столицы автономной области Коми. В Усть-Сысольск он попал не по своей воле, а как заключенный у Севлона, управления северных лагерей особого назначения. Это был первый лагерь на территории Коми-края. Наша съемочная группа встретилась с внучкой Федора Павлова, которая живет в Сыктывкаре. О прошлом деда Надежда Васильевна Титова узнала уже во взрослом возрасте. Детям в семье никто не рассказывал, что Федор Павлович Павлов до революции был садовником Петергофа, а в годы советской власти в Усть-Сысольске вместе с другими заключенными строил железную дорогу на Пинюк. Это станция в Кировской области. Потом стройку века признали экономически необоснованной и даже вредительской. Дорогу забросили. А Федор Павлов попал в семью Надежды Васильевны. Тогда ему было за 50. Впрочем, многое в этой истории до сих пор остается загадкой. Здесь шли колоннами вот по спуску на пристань. И вот моя бабушка, как рассказывала, им разрешали смотреть, выбирать из тех вот пересыльных людей, себе работников. И вот таким образом он попал в нашу семью. Бабушка его присмотрела. Бабушка Павла Дмитриевна Цыпленкова в девичестве Соколова, родом из Нювчима, была натурой волевой, женщиной хозяйственной. Ведению дома она научилась в юности в Усть-Сысольске, когда занималась в прогимназии и жила в семье священника Стефановского собора. Потом учительствовала в Спаспорубе. В 20-е годы ее лишили работы, видимо, как классово чуждый элемент. Муж рано умер, и с 2 маленькими детьми она обосновалась в Усть-Сысольске. Помогал семье ее брат. Очень сильная была женщина. Построила себе здесь дом, да, в котором мы и жили потом все. Мне до 15 лет, по-моему, там мы жили. На улице Ленина, 73 был наш адрес.
На старой фотографии это деревянный дом в центре. Сейчас здесь дорога между Министерством культуры и общежитием. Конечно, ничего не осталось ни от постройки, ни от большого огорода. На грядках около дома, а потом и на окраине Кировского парка, куда Федор Павлов устроился садовником, он выращивал экзотическую для северян клубнику, а берег Сысла превратил в огромный цветник. Астра, анютины глазки, гвоздика, резида, георгины, календула, бархатцы, петуния, маргаритки. Дед был дедом хорошим, был очень добрый, работящий, скромный человек, обыкновенный дедушка, наш любимый, мы его очень любили. Вот. Работал он садовником в парке, вот здесь, в этом парке, где-то с 30-х годов. Но нет документов таких официальных. Вот. Но я знаю, что где-то вот с 30-х годов, потому что считается, что он был основателем этого парка. Смотрите детали «Откровенная. Царский садовник» сегодня в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР. Приехать в другую страну и не понимать ничегошеньки из того, что говорят вокруг. Пожалуй, это страх каждого второго туриста. Возможность хоть немного коммуницировать с обществом или элементарно узнать, где находится то или иное здание, уже дают человеку какую-никакую уверенность в поездках. Подготовить вас к погружению в другую языковую среду могут в Национальной библиотеке Коми. Все подробности о языковых клубах я узнала накануне. Не переживайте, беседа на русском языке. Японский, английский, испанский. Как вспомнить все или выучить в кратчайшие сроки? Ребят, голова на самом деле кругом. Я считаю, что прийти в читальный зал и обложить себя языковой литературой не самая лучшая идея. К тому же здесь, в стенах Национальной библиотеки Республики Коми, уже давно действуют разговорные языковые клубы. А что это такое, мы спросим у Ольги Демиденко. Ольга, здравствуйте. И что такое все-таки разговорный языковой клуб? Вы знаете, любой библиотечный клуб – это, как правило, инициатива снизу. То есть собираются люди, которым интересна какая-то тема. Это сообщество по интересам, и языковые клубы тоже это сообщество людей, которые увлекаются иностранными языками. Ольга, а кто может стать участником языкового клуба? У всех клубов есть координатор, некий лидер, который собирает эту группу, маленький костяк, это может быть 5 человек, это могут быть друзья, знакомые. Так у нас появилась Анна, координатор английского клуба, Игорь, клуб «Испанидад», и Ксения, японский клуб. И они, как правило, выдумывают тему, то есть они отвечают именно за вот такую тематическую направленность, а уже кто увидел встречу в афише, тот и пришел. Любой из города может к нам присоединиться к встрече. Вот на самом деле в школах и университетах, я думаю, тут все со мной согласятся, все учат правила. Почему здесь, в разговорном языковом клубе, отказались от так называемых past simple и подобных времен? Ну, вопрос, конечно, корректный, да, хотелось бы и поднимать свой уровень, но это досуг, это развлечение, это воскресный день. Конечно, мы можем сидеть с книжками дома, а приходить сюда и получать удовольствие уже от чая, совместной беседы и новых знакомств. А вы сами ходите на встречи языкового клуба? Я, знаете, я только 5 лет работаю здесь, чуть меньше даже 5 лет, и я с большим увлечением поглощала эту библиотечную культуру. Конечно, я ходила на все встречи клубов. И мы тоже работаем в воскресенье, и нам интересно, чем занимаются наши читатели. Мы помогаем им, если у них есть какие-то дополнительные вопросы или технические требования к встречам. Все это мы должны обеспечить. Поэтому я знаю не понаслышке, как это весело проходит. Они играют настольные игры, они встречаются со своими друзьями из других стран. Например, к нам может присоединиться из Китая российская соотечественница, да, и прямо оттуда на английском нам рассказать, как ей живется. Это очень интересно. Вот как вообще меняется языковой уровень слушателей? Ну, прежде всего, мы, конечно, такой задачи не ставим, и люди, которые к нам приходят, тоже понимают, что для них это просто час или 2 часа общения. Но при этом повышается мотивация, а это самое главное при изучении иностранных языков, когда у человека появляется желание знать больше, и к тому же у него есть единомышленники, это некая соревновательная составляющая.
Люди разного языкового уровня могут к вам прийти, то есть некоторые говорят бегло, например, а кто-то на уровне школьном еще остановился. Вот не мешает ли это общаться людям в стенах Национальной библиотеки? Самое главное – открытость. Бывает, что люди приходят и молчат все это время, но они для себя делают какой-то вывод. Придут они еще раз, или это единственное для них свидание с иностранным языком. Конечно, когда тебя не исправляют, когда общение на равных, ты тоже чувствуешь себя абсолютно спокойно, уверенно. И мы заявляем, например, уровень А1 как минимум. Да, но это не значит, что со школьным уровнем нельзя прийти. И темы самые разнообразные, они интересны всем, любому современному человеку. Клубы на каких языках сейчас функционируют в Национальной библиотеке? Самый долгий послужной список у английского разговорного клуба, и понятно, что это самые массовые встречи. Китайский, японский, корейский, все у нас есть. Ольга, я думаю, что после выхода этого материала, наверное, практически каждый захочет прийти и попробовать себя в языковых культурах. Как это сделать и нужно ли заранее как-то регистрироваться на эти встречи? Очень просто. Нужно следить за афишей на сайте Национальной библиотеки или ВКонтакте в нашей группе. У нас есть группа «Иностранные языки в Сыктывкаре». Вы можете задать нам вопрос, и здесь все координаторы ответят вам на этот вопрос. Вы видите наши лица, вы можете нам написать совершенно свободно. И не бойтесь, приходите. Здесь точно такие же трусишки, как и вы, и они раскрепощаются, и потом уже становятся постоянными посетителями. Ольга, thank you, merci, или как еще сказать спасибо на разных языках. Было очень интересно, информативно. Благодарю вас. Аригато very much. Проводить время с ребенком в полном спокойствии не вариант. Малыши подвижны, всегда требуют внимания и взаимодействия. И что порой только не придумывают родители, чтобы их чаду было весело. Один наш знакомый педагог поделилась идеей оригинальной, а главное интересной игры, сделать которую можно из подручных средств. Понадобятся лишь пластиковые стаканчики и бумага. Обязательно ли для игр с ребенком надо покупать специальные игрушки? Можно придумать их из тех предметов, которые нас окружают. Например, обыкновенные стаканчики. Я взяла пластиковый стаканчик, на донышко с помощью самоклеющей бумаги приклеила круги разного цвета – желтые и красные. Для игры понадобится схема. Вот с помощью кругов обозначены донышки стаканчиков. Ребенку предлагается изучить схему и поставить эти стаканчики в нужном порядке. Постарайтесь ребенку помочь и объяснить. Посмотри, какая получилась линия. Вертикальная. А красная какая получается линия? Тоже вертикальная. Какого цвета нам надо с тобой добавить стаканчики? Внимательно посмотрите на схему и посчитайте, сколько всего задействовано стаканчиков, какого цвета стаканчиков больше, какого меньше, а что бывает красного и желтого цвета. Таких схем вместе с ребенком можно придумать и нарисовать великое множество. И опять не забывайте, где у нас вертикальная линия, горизонтальная, вот получилась диагональ. Давайте усложним и используем стаканчики разных цветов. Нам опять понадобится схема. И по сигналу ребенок вместе со взрослым может устроить соревнование, кто быстрее построит дорожку. Или ребенок сам, используя правую и левую руку. Время пошло. С заданием справились. Эти стаканчики можно использовать и для игры в театр. Например, каждый стаканчик – это какой-то герой сказки «Теремок». Кто же придет в наш теремок первый? Используем фломастеры, которые не стираются. Вот такая лягушка-квакушка у нас получилась. А можно использовать и готовые открытки или наклейки на наши стаканчики. И разные герои будут жить в вашем веселом теремке. Игры с простыми предметами могут быть увлекательными и познавательными. Представьте, что нашу землю словно мячик кто-то очень большой взял в руки и любопытства ради перевернул.
Мировой океан, как следствие, вышел из берегов и сместился в сторону неба. Подобные мысли принимают вполне реальную формулу, если над городом образуется облако цунами. И это все, о чем мы успеваем рассказать сегодня. Студия 11 говорит вам до скорой встречи. Обещаем вернуться завтра с новой и еще более позитивной информацией. Пока-пока!